Здравствуйте, уважаемые зрители. Сегодня у нас тема президентства Джеймбекова, каким оно будет. Я надеюсь, вы все понимаете, чем вызвана постановка этого вопроса. Сооронбай Шарипович относительно недавно вступил на свой пост. Впереди у него практически 5,5 лет. В качестве лидера страны первые шаги у него достаточно интересные. Это и зарубежные визиты, и кадровые решения, и его какие-то расширенные заявления. Но, кстати, вот насчет заявлений пока их не так много. В основном мы до сих пор свое отношение базируем на его выступлении на Совете Безопасности 8 февраля. Для разговора на эту тему мы пригласили политологов Алмаз Таджибай и Елёс Момбетов. Уважаемые гости, мы некоторое время назад встречались на теме Атамбаев-Джеймбеков, транзит власти. Сейчас острота этой темы, она уже отходит на второй план. Джеймбеков все больше и больше утверждается в роли самостоятельного президента. В обществе на этот счет уже есть однозначное мнение. Так что теперь уже интереснее сделать такой перспективный взгляд на его президентство, попытаться предугадать, может быть, каким главой государства он окажется, какие задачи перед ним стоят, что у него получится, что может не получиться, и в целом под каким знаком пройдет его президентство, под знаком преимущественно плюс, или минус. В демократических странах смена власти или приход новой политической силы – это нормальная процедура. И Кыргызстан, она сейчас учится, и притом она не учится по лекалам Запада или еще кого-то, она учится по своему пути. То, что имеет политическая элита свой потенциал, она и идет по этому потенциалу. И Джеймбекова, в первую очередь, приход власти, естественно, в обществе уже звучали, что будет ли он подкаблучным или под влиянием бывшего экс-президента Атамбаева, будет ли он политику его проводить. И здесь, наверное, Джеймбеков все-таки подумал, что если он будет не отличаться от прежней политики Атамбаева, прежнего президента, то его популярность, во-первых, не будет расти, и, во-вторых, она может привести к каким-то нестабильностям в стране. И поэтому нужны новые перемены. И второе, что он должен чем-то быть, это такое соперничество, да? Все главы стараются быть лучше, чем другие, и отличаться от других, если это демократические страны, да? И в нашем интересе, поэтому он пошел не по пути Атамбаева, то есть именно развитие по лидерству, да, а он пошел своим путем. И в связи с этим были недовольства. Во-первых, он сразу же, хотя с опозданием на 4 месяца, начал менять свои кадры, ставить вокруг себя, нежели Атамбаевки. То, что скандал, который Атамбаев хотел видеть свою команду, и он вроде бы марионеточно продолжал свой курс, да, этого не получилось. Поэтому, хоть с опозданием, но нужно еще обществу сказать, что смена власти или смена команды – это нормальное явление, вплоть до уборщицы, я не знаю, может, хотя бы не техническом, да, а именно политическом нужно меняться нормально. И наша политическая элита должна осознать, что ты не можешь служить в команде, не должен превращаться в номенклатуру, которая постоянно, да, технически. Ты должен меняться. Раз ты пришел на 6 лет с этой командой, ты должен реализоваться. Реализовать, выполнить. Если ты не успел выполнить, извините, дай другому месту, да, которое будет реализовать. Такая смена – это значимая у нас
произошло Джеймбековым. Это внутренней политики смены. И второе, что же ждет народ от президента, это, конечно, те обещания, которые он давал в предвыборных обещаниях, а именно искоренить коррупцию. И вот он начал, сейчас противоположное начал, то есть он начал действительно, как бы стараясь провести реформу против борьбы с коррупцией, именно судебной реформе идет разговор, да, он идет налаживание контактов с гражданским обществом, которые охладили позиции, да, он также идет с свободы слова, права человека. Кстати, вот сейчас он съездил в Европейский Союз, и именно он обозначил именно соблюдение прав человека или обеспечение свободы слова и средств массовой информации. То, что это знаковое, то, что раньше не делалось. Да? Если мы имеем в виду, что Атамбаева, говорили, он интересный, уникальный архитектор, построил демократию в Кыргызстане в поездке в 2016 году, да, то для Джеймбекова уже приписывается очень интересная модель или систему для примера центральноазиатских стран. Поэтому вот такое интересное совпадение, и в принципе он идет в правильном русле. Сейчас гражданское общество Кыргызстана, она свои видения, свои рекомендации хочет, чтобы дают президент, то есть подмогу уже гражданского общества. Президент от всех политических сил уже как бы на стороне президента, вплоть депутатов, 120 депутатов Джогорку Кенеша. Поэтому здесь сейчас большое доверие у президента. И если он начнет делать по тем группам интересам, которые отвечают, да, о улучшении страны, то мы пойдем уже на другой ступень, переступим и будем дальше развиваться. Идиль, Сооронбая Джеймбекова вплоть до того момента, когда он был заявлен в качестве кандидата от СДПК на президентских выборах, в общественном мнении он не занимал какого-то сильного такого самостоятельного места. О нем очень такие устойчивые отзывы, как о спокойном, уравновешенном, предсказуемом политике, чиновнике, в хорошем смысле осторожным. Но, конечно, для роли президента одних только этих качеств, безусловно, хороших, может не хватить. Да, вот как вы считаете, есть ли у него в потенциале, в политическом арсенале и другие необходимые свойства, качества, то есть это, например, там, какое-то визионерство, способность там, предугадывать какие-то события, совершать упреждающие действия, да? Ну и по хорошему смысле, что требуется от лидера страны, от лидера нации, вести за собой, да, то есть быть проводником там, позитивных изменений, которые еще хорошо, если будут еще и динамичными, да, потому что общество ждет видимых результатов, потому что мы уже сколько лет топчемся на месте, откровенно говоря, почти 30 лет скоро, и как-то люди заждались такого деятельного главу государства. Если брать, допустим, несколько месяцев президентства Кыргызстана Сооронбая Джеймбекова, то, конечно, вначале люди осенью 2017 года считали, что это будет такая система, которая была в предыдущих партиях, наследство политическое от другого президента. Но дело в том, что в политологии есть термин: любые люди, которые находятся в выборном процессе, и когда они приходят во власть, с ними нужно знакомиться снова. И мы это видим на примере Кыргызстана, как и других стран. Мы увидели совершенно другого человека. И вот в течение 4 месяцев мы можем сделать ряд таких выводов. Первое, во-первых, можно сказать, что он обладает как самостоятельный политик, у него есть свое видение, как он будет строить политическую систему в Кыргызстане. Плюс, второе, мы за 4 месяца видели такие вещи, которые, может быть, раньше мы никогда не вспомнились. Начнем хотя бы с того саммита, который был в Астане. Он тоже интересно прошел в каком плане, что совершенно другая аура была, и совершенно другое было отношение к президенту Кыргызстана. Плюс он себя показал очень таким выдержанным.
И для президента, тем более в Кыргызстане, когда у нас политика очень активна, динамична, тем более главный игрок это президент, как бы мы ни говорили, мы только строим парламентскую республику, президент не должен обладать реактивной реакцией на любые процессы внутренние и внешние. Это очень важно, потому что события, они могут развиваться сегодня, завтра они могут совершенно другими быть. И это качество, оно ему свойственно, потому что это говорит о том, что он все-таки обладает качествами и таким политическим опытом, мудростью. И может многие вещи постепенно решать. То есть не обязательно это создавать там шумовой эффект там, или какие-то вещи. Мы это увидели за 4 месяца прекрасно. Вопрос еще в том, что он еще не завершил формирование полностью своей команды. Да? Если, образно говоря, часть экспертов говорит там 20-30%. Да? Сейчас этот процесс идет, и нужно время, когда полностью команда сформируется. Но мы видим, что вот в последних событиях за 4 месяца его команда, у него есть люди, которые умеют держать удар. Он умеет держать удар, мы видели это прекрасно. Он может давать реакцию, и правильную реакцию, и она на таком довольно высоком интеллектуальном уровне. И сейчас еще одно качество, за 4 месяца у него очень высокий кредит доверия у населения Кыргызстана, потому что у нас высокие ожидания, и это есть и у гражданского общества, и у всех граждан. И мы видим, что даже политические элиты, они в какой-то мере уже перегруппируются в сторону действующего президента, это очень важно. Плюс здесь еще одно качество есть. Вот Томас Джефферсон в свое время говорил, что президентом США может быть любой, но он должен обладать несколькими качествами. Первое, он должен быть честным. Второе, он должен решать кадровые вопросы. Это самое главное. И третье, он должен быть патриотом. Ну вот за 4 месяца, я думаю, в будущем у президента это остается как основная доминанта. Плюс интересный момент, он впервые, в отличие от всех других президентов Кыргызстана, если брать за 27 лет, он в первые свои месяцы начал совершать внешнеполитические визиты, зарубежные визиты. Все президенты это делали, ну, чуть попозже, да, они вначале разбирались, но сейчас геополитическая ситуация в Центральной Азии и в Кыргызстане совершенно другая. Мы должны проводить реформы политические, поэтому его визит в Турцию и в Европейский союз Брюссель показал о том, что интересная ситуация, то есть президент на 4-м месте приезжает, то есть как бы, с одной стороны, как бы полностью не завершил переформатирование политического пространства, но он прибывает в страну, и мы видим, что внешние, региональные и внешние игроки заинтересованы в том, чтобы Кыргызстан участвовал во всех процессах, которые есть в регионе, в субрегионе Центральной Азии, даже на Кавказе. Сам визит в Турцию, он интересен, то, что мы знаем прекрасно, что с 2015 года у нас не тот уровень кыргызско-турецких отношений после известных событий. И вот эта замороженность происходила. Но как встречали в Турции, какова была аура. И даже президент Турции, он дал оценку кыргызско-турецким отношениям, что тоже удивительно, да, вот, в оценках. И они четко давали сигнал, импульс, что мы готовы улучшить кыргызско-турецкие отношения, на новый уровень вывести. Но для этого нужно как бы время, да. Это тоже говорит о многом. Плюс здесь еще интересно то, что президент, он держит паузу, это очень важно. То есть не сразу дает реакцию на какой-то вопрос или там, на какое-то событие. Это тоже, я думаю, характерно будет и в будущем для президента Кыргызстана. Сама поездка в Европейский Союз тоже показывает такую интересную вещь. Все лидеры Европейского Союза, всех институтов, и Еврокомиссии, и Могерини, и все лидеры, они с ним встречались и давали четкий импульс, что Европейский Союз заинтересован, это вот даже в самих выступлениях их и нашего президента четко говорится, что они дают приоритетное значение развитию отношений с Кыргызстаном. И здесь у многих возникает вопрос, да, почему так? Ну, у нас особое геополитическое положение, чем, в принципе, Кыргызстан пользуется. Да? И без Кыргызстана и Узбекистана невозможно переформатировать или интегрировать пространство Центральной Азии, потому что мы зажимаем географически Таджикистан, Туркменистан, там такая серьезная вещь. У Узбекистана есть свой минус, да, там она не имеет выход в Китай через транзитный. И, соответственно, Кыргызстан вот, в какой-то мере, вот, если брать за 4 месяца президентства, мы ту роль, которую всегда говорили, может быть, она была не свойственна для Кыргызстана, но мы в какой-то мере играем роль геополитического игрока. То есть ты в политике бываешь или объектом, или субъектом. Поэтому мы обычно были объектами для внешних игроков, разные геополитические проекты. Но впервые вот с 2017 года мы заявили о себе в какой-то мере как вот игрок. Мы тоже можем быть субъектом, мы тоже воздействуем на какие-то события. Даже кыргызско-казахские события, которые были, как президент вышел, да, допустим, какие-то другие события, даже вот улучшение отношений между странами Центральной Азии, его визиты, они говорят о том, что Европа внимательно смотрит, и другие президенты. И самое интересное, что сейчас такой уникальный момент, когда Центральная Азия прошла в естественное геополитическое движение.
И мы это должны учитывать. Я думаю, внешние игроки, и Турция это понимает, и Европейский Союз. Поэтому они очень внимательно отнеслись к визиту президента. И главным итогом, я думаю, для нас всем, это то, что мы диверсифицировали внешнеполитическую нашу деятельность. Как мы говорили, диверсификация экономики. Да, то есть мы ищем другие пути, исходя из геополитики. И это правильно. И здесь мы сделали первый шаг. И вот это, я думаю, все-таки заслуга президента Кыргызстана, который, несмотря на то, что нужно было время, там, может быть, год ожидали, 2, да, там, он это сделал на 4-м месяце. Это тоже о многом говорит. Поехать. И тем более поездка в Европу была для одной цели, для того, чтобы новое соглашение заключить между Кыргызстаном и Европейским Союзом, который там скоро 20 лет будет, да, модернизироваться. И плюс это такое пакетное соглашение, и плюс поддержка демократических институтов. И самое интересное, что Европейский Союз дал оценку Кыргызстану как примером страны, которая может передать политический опыт другим странам Центральной Азии. Это такое вот интересное явление. И что интересно, когда президент выступает, его слова всегда выдержаны, и они носят не такой вот, как сказать вам, простой характер, да? Они несут, многие его предложения, слова, которые он говорит, они носят такое внутреннее какое-то содержание. Я думаю, что этот процесс будет продолжаться, мы только в начале пути, но это уже характеризует о том, что мы вошли в совершенно новую эпоху. Тем более вот после съезда СДПК, новый политический сезон. И вот, конечно, сейчас идет такой процесс важный. Идиль, я с вами согласен. Внешне, конечно, первые шаги действия из заявления президента выглядят очень даже пристойно, обнадеживающе. Но в связи с этим, как раз-таки, Алмаз, вот хотел задать вопрос вам, но отчасти, может быть, это продиктовано тем, что вы еще хорошо были знакомы в качестве правозащитника. Я же не ошибаюсь. У правозащитников всегда свой взгляд на власть, у них своя повестка отношений и сотрудничества с властью, достаточно независимая, да, и твердая в каком-то смысле. Что я хотел спросить? Вот та безусловная поддержка населения и даже, не побоимся этого слова, открытые симпатии. Открытые симпатии, будем говорить прямо. Джеймбеков нравится людям. Он нравится людям. Так вот, есть ли опасность того, что Джеймбеков конвертирует эту поддержку вот в личное усиление, практически заставив нас вспомнить о каких-то авторитарных нотках в правлении, да? Я поясню, поводом для этого послужило недавнее дружное увольнение Джоргу Кенешем, теперь уже экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевой, потому что за внешним позитивом очень многие люди испугались, а не готовим ли мы почву для нового президента с очень сильными такими автократическими замашками, потому что мы знаем, неограниченная власть, она всегда обязательно приводит к неограниченным каким-то злоупотреблениям. Спасибо за вопрос. С историей, современной историей нашей страны мы знаем, что 2 революции, 2 смены, насильственные смены власти сопровождались, и оба раз, те, допустим, 2005 года пришли к власти, чтобы тоже была поддержка Бакиева, да, в начале, но потом он начал в сторону и усиление своей власти, и на самом деле потом наступил диктат, да, то есть семейно-клановое правление. И вот эта память у нашего населения, общества осталась. Национальная память, а вот то, что вы задали, не случится ли такое, да, в нашей истории. Но я хотел бы сказать, что 10 лет прошло, или больше 10 лет, да, политическая ситуация у нас коренным образом поменялась, особенно после 2010 года и 2011 года выбора президента Атамбаева, и плюс еще изменение Конституции, где полномочия президента или парламента четко прописаны, то есть на фазе смешанной.
И боятся, что узурпируют, ну, как бы, да, но тогда будут уже оппозиционные какие-то силы. Сейчас оппозиционные силы происходят тому, что вот были некоторые как бы конференции, силы, которые политики, ну, как бы бывшие в кавычках, да, они хотят усиления президентской власти. Вот недавно прошло вот политическая элита собралась, ну, и вот они говорили усиление, как бы, отклонение от парламентской стороны. Но хотелось бы сказать, тогда он, наш, я еще раз говорю, президент Джеймбеков, тогда он не будет отличаться от предыдущих. Еще раз скажу, что на политику биохиастический такой у нас есть, это, то есть поведение политика человека формирует общую политику. И вот Джеймбеков сейчас он, наверное, пойдет иным путем. И все-таки вот это доверие он, ну, как бы поддержит. Если, и вот поездка, которая была и даже в Турцию, где против движения Хизмет именно Фетхуллаха Гуленин, да, который Эрдоган, президент, Раджеп Тейп Эрдоган, он озвучил надежду, что, ну, как бы надежду, чтобы бороться с этим движением Фетфу, да, Фатфы, да, Фетфу, и чтобы надежду выразил, но на это он не ответил. То есть он как бы дипломатично умолчал то, что говорил Идиль Османбетов, да? То есть он делает вечную политику. Потому что здесь другие инструменты прав человека, соблюдения прав человека. И вот когда он поехал уже в Европу, он озвучил, что президент, и, то есть совпали с европейскими странами те тезисы или те желания Джеймбекова, допустим, продолжение демократии парламентским путем, он это озвучил, там судебную систему, коррупция, работа, да, борьбы, дальше защита прав человека или обеспечение прав человека, свободы человека и средств массовой информации. Вот его ключевой знак. И в этом отношении Европейская комиссия совпала. Второе, то, что я хотел бы отметить, что впервые, ну, после правления Атамбаева, наша страна должна, маленькие страны особенно, они должны придерживаться многовекторной внешней политики. Вот Атамбаевым было свернулась вот эта многовекторность, она стала одновекторной, и те, которые турецкие отношения испортились, а именно односторонние, то есть одновекторная политика северного соседа, пытаясь, допустим, в 2015 году, сбитый Су-24, да, попортил отношения между Эрдоганом. А, допустим, Сибат – это просто последствия, потому что Эрдоган же не может в дипломатическом уровне обвинение за то, что ты не поддержал. И вот мы помним, что в 2016 году поездка Атамбаева не принял Эрдоган, да, то есть это был провалом, а именно одновекторность. Это доказывает, и, наверное, Джеймбеков учел эти опыты, что нужна многовекторность, и вот ряд 4-й, 5-й визиты Турцию и Еврокомиссию, да, Евросоюз, это означает, что он будет сейчас придерживаться, как положено по международным отношениям, по законам, да, маленьким странам, небольшим странам, придерживаться многовекторности и Европа. Тем более сейчас, когда в наследство оставила от предыдущего президента более 4 миллиардов внешнего долга, а особенно 1,5 миллиарда это с Китая, двухсторонних отношений, это вызывает большую тревогу, и поэтому нужны инвестиции. И вот и в Турции, он об этом говорил, привлекаемые условия для инвестиций между Турцией и также для европейских стран. Да? И тем более не нужно забывать, что он будет еще работать в ВСПС плюс Кыргызстан, то есть снятие пошлины, да, таможенные каких-то вот вещей, и будет 60 наименований и здесь. То есть очень большой такой спектр, и это говорит о многовекторности. Тем более, Россия уже на международной арене, а именно финансовой части слабеет, да, и Кыргызстану, то есть то, что даже Атамбаев разочаровался в России, именно когда Россия обещала нам инвестиции в виде гидроэнергетику, да, или горной промышленность, то, что не сделали. И поэтому Джеймбеков сейчас исправляет те ошибки, которые были допущены, урон нанесен предыдущим президентом, и поэтому вот эти поездки совпали. И еще он планирует, его команда планирует поездку в Китай,
после Европы, да, и в дальнейшем самое главное, наверное, Соединенные Штаты Америки. Вот тогда мы будем придерживаться, ну, как бы, да, многовекторной политики и очень укреплять. Допустим, в 2017 году было соглашение между Европейским Советом, да, сейчас вот этой поездкой он дал импульс, новый импульс, подтверждение этому соглашению в жизнь, да, и вот это очень здорово для нашей страны, когда мы не хватаем только за одну ветку спасения. И тем более нужно просто учесть, что сейчас ЕБР, Европейский банк развития и реконструкции, выделяет на питьевую воду, то есть 86 миллионов, из них 36 миллионов грантовые. Если сравнить 388 миллионов на ТЭС, да, и сумма грантовых очень низкая, да, то есть здесь уже можно сравнить, что вот эти цифры, которые, они очень конкретные, они не ведут и для коррупции. И этим подчеркивает вот, внутренняя политика, он как бы до конца не разобрался, но сейчас у него идет как бы кадровый, внутренняя политика, кадровый голод, ну, голода нет, но именно интеллектуальных кадровый голод, да, и вот придется вот Джеймбекову искать их среди очень, ну, у нас прогрессивно, больше в гражданском обществе, да, привлекать с этих сторон как бы именно советников или вот исполнителей его политики, тогда это будет здорово. Если он придет кадровой политикой решать как предыдущие власти, да, в том числе Атамбаева, да, там, верно преданным, то тогда доверие упадет, то тогда вот он превратится в того же дракона. Поэтому здесь нужно включать меритократию по всем фронтам, то есть кадровое обеспечение, то есть власть для лучших, то есть именно конкурсы какие-то открытые конкурсы, не на все позиции. Вот тогда, а чтобы именно этот конкурс прошли хорошо, должны быть независимые комиссии, ну, как бы не аффилированные, да? Вот тогда это будет и не личной преданности, а преданности своему делу. И поэтому, если, допустим, в аппарате президента будет человек, который доверие есть у гражданского общества, а в аппарате есть заведующий отдела, допустим, по работе с гражданским обществом или некоммерческими организациями, да, то там должен быть представитель из гражданского общества, который будет именно интересы гражданского общества представлять для президента и защищать интересы президента перед таким мостиком. Да? Вот такие кадры нам нужны и во всех сферах, не только, вот я просто пример. Да? Если по правам человека, то здесь должен быть, даже включая, может быть, омбудсмена, должен быть именно правозащитник, который имеет большим опытом. Тогда уважение, авторитет Джеймбекова еще возрастет. И именно если, ну, то есть таким ключевым фактором должны стоять именно вот привлекаться, рекрутироваться из вот гражданского общества, потому что других кадров мы надеялись на все вот 27 лет правления, мы надеялись только на политику, которые кадры решать, как бы в этом министерстве, ведомстве. Вот сейчас обсуждается, кто же будет генеральным прокурором и так далее, да, судебная власть. Вот, допустим, это вот Сооронкуловой, допустим, Клару, да, если поставить ее, к примеру, генеральной прокуратурой, да, или Чолпон Единовну, да, там, Джакупову поставить генеральным прокурором, да, вот тогда еще больше будет всплеск, ну, как бы доверия, и страна... мы проснемся в другой стране. Да, вот, ожидания, допустим, граждан, да, сейчас борются две силы. Прогрессивная часть, которая борется в быстрых развитии, и вторая сила, которая, ну, это политического момента, и большинство обывателей это за портфели. И поэтому неудивительно, 120 депутатов, да, быстро переметнулось, лишь бы сохранить свое положение кресла. Вот этого такое, если кто сейчас победит, если президент возьмет курс на именно вот то, что я сказал, на меритократию, на привлечение гражданских активистов, давать и сделать реформы, они могут сделать. Потому что один другой вопрос интересный, как же они могут сделать реформы, если они всю жизнь в этой системе работали? Они же не хотят менять статус-кво коррупционное, которые они собирают деньги в госорганах, да? Поэтому вот нужно ломать. И вот такая надежда. Если он этот пойдет, то страна для всех это будет выгодно. Но если же он пойдет по пути, кадр будет назначать личной преданности, как Атамбаевский, то страну ждет вот следующее потрясение и нестабильности. Идиль,
Вот как бы с вертикалью президента в плане его контроля над силовыми, правоохранительными структурами, там, в принципе, все ясно, да, это, ну так, если абстрактно говорить, это его епархия, да, на многие решения по ключевым назначениям, это вообще его конституционная, как бы, его конституционные полномочия, функции. С этим все ясно. С внешнеполитической сферой тоже все ясно, потому что, будем откровенны, да, о визитах наших президентов всегда очень легко и удобно и снимать репортажи, да, и по их следам проводить какие-то экспертные обсуждения, потому что, ну, будем откровенны, это некая такая передвижная выставка, да, достижений Кыргызстана, потому что потенциал имиджа островка демократии, он все-таки не исчерпан, несмотря на какие-то вот последние не очень хорошие тенденции. Но вот корень всех проблем, он лежит в нашей обычной жизни, а еще говоря точнее, экономика. Да, экономика самое слабое место у всех президентов. И может быть, эта проблема усугубляется еще и тем, что все предыдущие президенты, они обязательно брали под свой контроль и исполнительную власть. То есть и позицию премьер-министра, так и в целом все правительство. Обрисовывая вот нынешнюю ситуацию, можно прийти к выводу, что нынешний премьер Сапар Исаков, ну, он находится в каком-то автономном плавании, да, потому что от Сооронбая Жээнбекова мы пока не слышали, да, каких-то вот оценок в его адрес, отношения. Но и тем не менее усиливаются разговоры о грядущей отставке Кабинета министров. Это вот вопрос, это естественный процесс или под этим можно усмотреть то, что, скажем так, президент и его команда, то есть уже собираются как бы расширить свою экспансию, да, выстраивание власти уже не по вертикали, а уже по горизонтали, скажем, и поставить, скажем так, своего человека. Но мы понимаем, тут есть еще дополнительный нюанс. Когда мы говорим о Сапаре Исакове, мы говорим тоже как бы, ну, об остатках былого влияния экс-президента, да? То есть это тоже может стать каким-то камнем преткновения в отношении двух, ну, на сегодняшний день все-таки двух самых сильных политиков Кыргызстана. Интересный вопрос, но дело в том, что мы должны понимать, что с революции 2010 года за 6 лет все политические элиты, и экс-президент, и депутаты парламента, они создавали такую новую политическую архитектуру, когда все-таки полномочия президента после референдума, правительства и парламента, они были пересмотрены. И сейчас полномочия у премьер-министра, у правительства очень большие. Именно он является дополнительно самостоятельным. И у нас получается, если раньше было один центр силы, когда президент был сильный, и он имел большие полномочия, то сейчас мы видим совершенно другую картину, когда, ну, можем так образно выражаясь, центры полномочий или властных полномочий распределены между тремя органами. Это очень сложная система, и мы вступили в нее только совсем недавно. Мы стремимся к построению парламентской демократии. И здесь надо еще учитывать менталитет кыргызов, да, когда мы, как бы, с одной стороны, курултаями, да, у нас как бы дух свободы, мы как бы не хотим, но с другой стороны, есть и большой запрос у общества, когда они хотят сильной руки, когда хотят президента, который бы все вопросы, которые стоят, как вы сказали, экономические, решил. И мы это видим на примере соседних наших стран, когда там авторитарный режим или президенты, когда у них власть полномочий, при авторитарной системе
или единичном правлении. Есть плюсы какие? То, что ты можешь быстрее решать оперативные вопросы экономики, там, решать какие-то вопросы. При нашей системе, когда мы стремимся к парламентской демократии, когда у тебя много центров силы, нужно учитывать мнение и парламента, и правительства, и президента. Это очень такая система, и она еще не устоялась, и люди еще, может быть, не привыкли к совершенно новой политической конфигурации. Это сложный вопрос. Что касается парламента сейчас, вообще парламент, к которому мы стремимся, да, и это и нынешний президент говорит, и экс-президент говорил, что мы стремимся к парламентской республике, да, может быть, там вариант Молдовы, может быть, там Эстонии, когда президента будет избирать парламент, то есть пока это перспективы, это и поддерживается всеми внешними игроками. Но вопрос заключается в одном, что мы находимся еще в окружении в Центральной Азии, и там президентские республики. И, конечно, им трудно согласиться с тем, что есть страна, которая выбрала парламентскую демократию, и когда у них совершенно сосредоточены, когда у премьера больше полномочий, президента и так далее. Им удобнее исторически, и, может быть, какой-то опыт политический, когда ты разговариваешь с каким-то человеком, один, ну, в данном случае, может, президентом. И мы это видели и в Астане немножко, да, когда там фотографии шли, там 4 президента были, сели, там спикер парламента, он не учитывался, там, с Туркменистана. То есть это многом говорит, и мы должны это тоже внешний фактор учитывать. Потому что, когда ты разговариваешь с многими людьми, это сложнее, это они тоже не должны привыкнуть внешние игроки. Что касается нашей ситуации, вот парламент все-таки это отражение, это зеркало общества. Да? И у парламента очень есть хорошая функция, которую вот Кыргызстан, может быть, не всегда, но пытался применять. Да? И это предохранитель и клапан от революции, митингов, шествий на улице, всех проблем. Вообще слово «парле», это по-французски, это место, где говорят. Все политические элиты, электорат, который имеет в Кыргызстане, какие-то группы политических интересов, регионов, они должны быть представлены в парламенте. Они должны там постоянно выступать и в спорах именно в рамках парламента вот эти все противоречия, конфликты разрешать. И тогда как бы улучшается. К сожалению, сейчас парламент, он немножко эту функцию не выполняет. Почему? Потому что, видите, в мировой практике есть четкая система. Есть парламентские процедуры, есть регламент, есть многие вещи, которые во всех парламентах действуют. И я все-таки сторонник того, чтобы поднимать политическую культуру, и даже если ты кого-то снимаешь, там, генерального прокурора, там, хоть правительство хочешь отправить, вот он недоверие, ты должен соблюдать парламентские процедуры. Что это значит? Ну, самые простые. Если ты человек, которого ты хочешь, он должен прийти и дать отчет. Если он болеет, надо подождать. Он дает отчет полностью, мы на парламенте открыто, в СМИ все слушаем, все граждане Кыргызстана, те задают вопрос, может быть он даст нормальный ответ, я не знаю, но он должен говорить. У нас же происходит, к сожалению, последний год интересная вещь. Человека снимают, он может это узнает из прессы или там не приходит, там, ну по разным причинам. Такого не должно быть, это тоже воспитание политической культуры. Правительство и в других странах тоже, правительство должно давать отчет. Она коллегиальный орган. Это все вопросы, касающиеся социально-экономического развития Кыргызстана, реформ, сейчас лежат на правительстве, не на президенте. И на парламент. Парламент – контрольная функция, законотворческая и так далее. Правительство – это тот локомотив, который может поднять, да, всю вот экономику, это его задача, не конституционная. И премьер имеет большие полномочия. Он тоже должен прийти и давать отчет. Не должно быть так, что там какие-то депутаты, допустим, задают ему только вопросы, а он не может ответить, да, или там по мелким вопросам вызывает. Тогда мы будем немножко выходить на другой уровень парламентской демократии. Тогда все скажут, да, может быть, отчет мы примем парламента. Но, к сожалению, пока политические элиты и важнейшие органы, и парламент, и правительство не находят еще такое вот это общее взаимодействие, потому что, ну, это тоже вопрос большой политической культуры и уровня всех людей, кто представлен. Поэтому, но сейчас интересная ситуация в том, что граждане Кыргызстана не могут ждать. Если кредит доверия дают сейчас, может быть, даже никогда такого не было, нужно проводить экономические реформы, смело решать те вопросы, которые есть. Правильно вы сказали, если экономическая ситуация не будет улучшаться в Кыргызстане, то это всегда почва для политической нестабильности. Потому что люди, ну, должны получить работу, возможности, это, я говорю, известно всем. Поэтому мы сейчас в 2018 году стоим на такой очень интересной системе, когда мы вот буквально в апреле будет, по-моему, ну, сейчас отчеты дает уже правительство, да, мы увидим вот эту ситуацию, насколько парламент зрел и насколько он может принять, ну, вот, отчет правительства. Это надо без эмоций. Не не такие оценки мне нравятся, не нравятся, а четко по цифрам, по фактам. Если правительство может сказать, что она вот за столько там 5 месяцев сделала такую-то работу, то да, тогда ты должен объективно подходить, а не из политической конъюнктуры там, или потому что там какие-то силы. И тогда это будет как бы уважение вызывать и парламент, и правительство. Но надо понимать еще одну вещь. Правительство, которое сейчас пришло, она попала немножко, когда она пришла, вот, ну, в августе, там, осенью, да, по основной работе. Ну, очень много было таких событий, отопительный сезон, много трудностей, да, скандалов всевозможных. Это тоже накладывает определенный отпечаток. И не надо забывать, мы живем сейчас в таком цифровом обществе.
И люди, особенно в Кыргызстане, не будут ждать долго. Это вот у нас мы хотим быстро получить результаты. Это такой очень интересный момент. Но в Кыргызстане сейчас такая формируется вот интересная вещь. Вот с 2018 года мы видим, что оживление есть и в оппозиции, и всех политических сил, и гражданского общества. Все ожидают, что происходит. И сейчас, в 2018 году, мне кажется, и президент, и правительство, и парламент должны вот этот реализовать кредит доверия, может, который никогда не был за 27 лет, и пойти смело на реформы, да, с обсуждением, открыто, и выйти на совершенно новый уровень. Тогда, когда мы сделаем это, тогда мы как бы будем более устойчивы, и мы как бы займем свое место. Но я уверен в одной вещи, что Кыргызстан должен двигаться по демократическим процессам. Верховенство права, свободу СМИ. Без свободы слова СМИ нету других свобод, это аксиома. И мы должны двигаться, и это наша фишка в Центральной Азии, и это наша возможность выжить в таком жестком, да, геополитическом противостоянии. И тогда мы, благодаря своей открытости, вот, демократическим процедурам, мы займем свое место достойное в Центральной Азии, даже, может быть, в другом регионах мира. Но это вопрос большой. Политические риски всегда есть. Всегда политики, которые приходят, они хотят, может быть, авторитарно. Но я думаю, в Кыргызстане это уже не получится, потому что у нас есть прививки против авторитаризма, семейно-кланового управления, революции две, это свидетельство об этом. Плюс дух свободы, который есть в граждан Кыргызстана. Раз. И еще один момент. Не надо забывать то, что политической наукой называется. Любая власть, она развращает. Абсолютная власть развращает абсолютно. Мы из мировой истории видели, чем это заканчивается, да? Революциями, там, всякими нехорошими такими переворотами, всеми событиями. Я думаю, что в Кыргызстане такое не грозит. Ну, конечно, риски есть, но если мы вот быстро это сделаем, да, вот все идеи, которые мы ставим, и главное, реформы надо сейчас проводить, тогда мы совершенно в другой стране будем жить. Сегодня была очень интересная беседа, и вообще, ну, как бы она была ориентирована на какое-то такое перспективное, да, видение. Понятно, в будущее смотреть всегда сложно. Предсказывать его еще сложнее. Поэтому в качестве заключения, конечно, можно просто ограничиться пожеланием в адрес нашего президента, что мы надеемся, что через 5,5 лет он сможет стать автором результативных реформ, конструктором реальных изменений, да, дизайнером нового имиджа Кыргызстана, вот как, Идель, вы совершенно справедливо заметили, демократической страны, где на первом месте верховенство права и соблюдение свобод граждан. Ну, это было бы, наверное, банальностью, да, и, ну, раз мы уже, как бы, под конец я перешел на банальности, еще одну банальную, как бы, истину, пожелание выскажу, что каким будет президентство Джеймбекова, в том числе зависит и от нас, от всего гражданского общества, да, от нашей позиции, от того, как мы сами, там, каждый на своем месте тоже будет работать, да, стараться приносить пользу, демонстрировать какую-то эффективность. И, конечно, когда весь народ будет единым сплоченным организмом, тогда, конечно, все будет и хорошо. Вот поэтому это общее, как бы, уже пожелание и не только президенту, но и всем нам. Спасибо вам, до свидания, до новых встреч.